Сегодня я вас приглашаю на необычный урок. Мы с вами будем путешествовать. Куда, интересно? Дисней. А кто-нибудь из вас был в Диснее? Нет. А кто-нибудь мечтает? Нет. Почему? Да. Мечтают? Да. Вот сегодня ваша мечта сбудется. Ребята, мы уже в аэропорту с вами в Манасе. Пожалуйста, я вас уже зарегистрировала. Ваши билеты вон на столике. Найдите каждый из вас свой билет и решите примеры и найдите свои имена. Нашел, Александр? Нашел свое место? Пожалуйста, присаживайся. Сколько будет? Ну вот ищи, где 24? Где свободно? Там присаживайся. Все? Все нашли свои места? Поэтому задерживаем рейс. Быстрее. Мы сейчас опоздаем на рейс. Все. Присаживаемся. Готовы все? Ножки на месте, ручки на месте, спинки ровные. Все, скажите мне, пожалуйста, кто такой вообще был Дисней? Кто-нибудь знает? Да. Ну, кто такой был Дисней? Такая компания. Компания, верно. А действительно, это был обычный мультипликатор. Он всегда мечтал создать вот такой интересный, красивый парк для маленьких детишек, когда каждый раз гулял со своими дочерьми в парках. И он решил построить вот такой красивый парк Диснейленд и быстренько приобрел участок земли в 1953 году и начал уже строительство. Он настолько же горел желанием, что уже через 2 года, ребята, парк уже был готов встречать своих маленьких детей. Вот посмотрите, как было на открытии. Красиво, да? Сколько героев, которых мы знаем. Вот сегодня мы с вами отправимся вот туда и путешествовать. Вы готовы? Посмотрите, как красиво, да? Прям целый город. Мечтаете? У меня есть такая мечта. Обязательно когда-нибудь поеду. Ну все, готовы? Мы сейчас уже взлетим. Самолет уже готов. Вы готовы? Да. А как нужно на самолете себя вести-то? Тихо. Почему тихо? Потому что там... Руки. Почему, пожалуйста? Потому что там люди. Да, кроме нас еще есть другие пассажиры, да? Мы должны учитывать их, да? Даже не может заболеть голова или что-то такое. Верно, ты умница. Значит, да? Еще там могут быть маленькие дети, может быть. Правильно. Еще. Кто-то может устать и уснуть. Возможно. Так, пристегнули свои ремни, пристегнули, и мы с вами взлетаем. Полет наш долгий. Чтобы полет наш не был скучным, откройте свои тетрадочки, и мы запишем сегодняшнее число. Это число нам нужно будет запомнить, ведь это число нашего путешествия. Записываем. Сегодня у нас 31 марта. Записываем каллиграфическим почерком, да, аккуратно. И классную работу. Записали, ребята? Нет. Да. Тетрадь забыл. Вы на листочке пиши, ничего страшного, не переживай. Все хорошо. Пока наш полет продолжается, у нас будут очень много интересных заданий. И нам нужно будет запомнить эти задания и оценить себя. Это будут наши впечатления, да? Вот перед вами лежат, видите, вот такие волшебные линейки. Вы в конце урока поймете, почему они волшебные. Вот видите, так мы вот здесь будем записывать свои впечатления от наших выполненных работ. Скажите мне, пожалуйста, за что вы бы себе поставили бы 5? За что? За какую работу? Да.
Как? Хороший. За хорош. А что значит хорошая работа? Хорошая работа, это хорошо написал. Ага, еще. Активно работаешь. Так, активно, хорошо. Я имею в виду письменную работу. Как бы вы оценили, так? Видно, ошибку дорисовать. Ни одной ошибки. Значит, давайте вместе согласуем. За такую работу, где нет ошибок, мы поставим себе 5. 5. Значит, я записываю, нет ошибок. Согласны все? Да. Хорошо. А за какую работу мы поставим себе 4? За 3 ошибки. За 3 ошибки? А вот 2 ошибки. Давайте за 2, да? Да. Все согласны за 2? Да. Хорошо. Пишем. 2 ошибки. Так. А тройку? А 3 за что поставим? За 4 ошибки. Нет, За за 5, за 4. 5. А нет, за Нет, 4. за 3, за 4. Пусть будет 3-4, Да. да? Нет. 3. Нет? Кто-то не согласен? 3, 4. Ну давайте, 3-4 ошибки, пусть будет 3. Потому что- Надеюсь, ни у кого двоечек не будет, да? Я не люблю эту оценку, потом я даже не записала. Да. А что будет, если одна ошибка? Одна ошибка? 5 с минусом. Очень хороший вопрос. Что будем делать? Как вы думаете? Если одна ошибка? 5 с минусом? Или 4 плюсом. 4 плюсом, но в наших волшебных линейках нету такой отметки. Тогда давайте сделаем как? Пусть тогда будет 1-2 ошибки, будет 4. Согласны? Да. Пусть будет так. Все. Разобрались. Значит, мы с вами будем оценивать и записывать свои впечатления на наших волшебных линейках. Так, мы с вами продолжаем полет. А чтобы полет не казался вам скучным, мы сейчас выполним очень интересное задание. И проверим числа 1 класса. А помним, какие числа у нас есть в 1 классе? Какие Да. разряды? Да. Так, пожалуйста. Сотни, Сотни, десятки. десятки и единицы. Очень хорошо. Вот сейчас я кручу мой барабан волшебный. И на каком он остановится, у вас есть планшетики. Вот планшетики лежат. Вы просто записываете сюда просто числа. Готовы? Да. Так, я кручу свой барабан. И крутится. Ждем. Смотрим на экран. Маркер, все, я теперь. Извиняюсь. Так. 9 сотен и 4 единицы. Какое это число? Запишите. 9 сотен, 4 единицы. Не поднимайте, оставьте. Так. Кто-нибудь хочет покрутить барабан? Да. Пожалуйста. Возобновить. И раскрутить. Так, присаживаемся. Ждем. Юсуф, не переживай. Так, следующее число. Кто мне прочитает его? Так, 5 сотен, 6 десятков, 2 единицы. пожалуйста, записываем у себя на планшетиках. Так, хорошо. И последний. Пожалуйста. Возобновить и раскрутить. Раскрутить. Присаживайся. Так. Пожалуйста, кто мне прочитает? Так. 3 сотни, 5 единиц. 3 сотни, 5 единиц. Запишите, пожалуйста. 3 сотни и 5 единиц. Выполнили? Да. Хорошо. А теперь поменяйтесь, пожалуйста, со своим товарищем планшетиками и проверьте друг друга, насколько вы правильно решили. Записали эти числа. Решать? Как? Решать? Решать не надо, просто проверь, как твоя напарница записала эти числа. Оценку не надо ставить, оценку он сам себе поставит. Кто уже проверил, верните, пожалуйста. Верните. А поставить нет? Нет. Да, верните хозяину. Это же его планшет. Так, проверил? Верни. А теперь посмотрите и смотрим на наши же критерии. У кого нету совсем ошибок, ставим на своих волшебных линеечках на самой верхней полке себе ставим 5. У кого 1-2 ошибочки, ставим себе 4. Как хочешь, как тебе удобно. Хочешь маркером, хочешь ручкой. Оценили себя.
Готовы? Все готовы? Так, и как раз уже самолет наш уже приземлился. Но трап нам не предоставили. А что такое трап? Кто-нибудь знает, что за... Спускаться. Это как... Это лестница. Это как лестница, да? Вот трап — передвижная лестница для выхода из самолета. Трап нам не предоставили, но ничего страшного. Мы свой трап создадим сами. Пожалуйста, на второй партии соберитесь, пожалуйста, в группах. Соберитесь, пожалуйста. У вас здесь есть числа. Пожалуйста, соберите эти числа в порядке возрастания. Вместе собираемся в группу. На второй партии, пожалуйста. Вот первый ряд. Вместе собирайтесь. Можете вставать, не переживайте. Встаем. Я хотела уточнить, что значит в порядке возрастания. Самое маленькое больше. От меньшего идем к большему. Так. Получилось уже слово? Собери. Все, молодцы. Первый ряд уже собрали. Пожалуйста, молодцы. Какое слово у вас получилось? Разрядных. Хорошо, спасибо. Присаживаемся. У вас какое слово? Слагаемых. Хорошо, присаживаемся. Так, у первого ряда какое было слово? Сумма. Так, я его заменила немножко другим словом. Так, окончание изменила. Так, у второго ряда? Слагаемых. Так, хорошо. Слагаемых. И у третьего ряда? Разрядных. Хорошо. Так, а теперь давайте посмотрим. Сумма слагаемых разрядных. Какой-нибудь смысл появился? Нет. А что мы можем сделать интересно? Вот суммой слагаемых, что мы сможем сделать? Сумма разрядных слагаемых. Мы что? Поменяли. Как? По смыслу? Заменяем. Что мы можем заменить-то? Слава. В математике у нас слова. Слагаемых. Что мы можем заменить-то? Числа. Молодец. Мы с вами будем сегодня заменять числа суммой разрядных слагаемых. Так, давайте вместе еще прочитаем. 3-4. Замена числа суммой разрядных слагаемых. Скажите мне, пожалуйста, это предложение у нас похоже на трап? Да, прям по лестнице, да? Спустились мы с вами. Значит, сегодняшняя наша тема, ребята? Замена чисел разрядных слагаемых. Хорошо. Как вы думаете, чем мы будем сегодня заниматься? Какие цели поставите вот для сегодняшнего урока? Вот такая интересная тема. Выучить. Что выучить? Хорошо. Еще. Какие цели еще? Ну, активнее, ребята. Какие цели? Вот у каждого человека должна быть цель, так? Запоминать, что мы делали. Хорошо. Еще какие цели, ребята? Знать больше, Так. отвечать активно. Отвечать активно. Хорошо. Еще какая цель у тебя? Больше. Как? Узнать больше о математике. Хорошая цель. У кого-нибудь еще? У тебя какая цель? Нет цели. Нет цели. Хорошо. Значит, сегодня мы с вами, ребята, научимся раскладывать числа суммой разрядных слагаемых. То есть мы их будем что делать? Заменять. Вам, наверное, немножко непонятно, о чем я говорю, но когда мы сейчас начнем уже работать, вам уже будет понятнее. Хорошо? Так, давайте мы с вами продолжаем. Мы спустились, мы уже почти подходим к воротам Диснея. Но нет, нас не пускают. Там, видимо, есть какие-то скрытые герои, которые не хотят нас пропустить. Они хотят, чтобы мы сперва изучили тему. Как же без изучения темы? Вот теперь давайте послушаем тему. Ребятки, руки поставили, планшетики оставили. Угу. Хорошо. Вот давайте посмотрим на экран. Как вы думаете, какова связь между этими двумя изображениями? Число и матрешка. Как вы думаете, чем они связаны друг с другом? Так. Их можно разделить. Что можно разделить? Что именно можно разделить? Вот посмотрите. Число и матрешка. На разряды. На разряды число можно, да? Правильно. Еще, пожалуйста. Алехандро,
Алихан, как ты думаешь, какова связь между ними? У них связь, что они могут разделиться На? на числа. Число может разделиться на разряды, да? Хорошо. А что с матрешкой? Матрешка, она может разделиться На? других матрешек. На других матрешек, то есть на части. Вот какая, оказывается, связь интересная, послушайте. Есть очень хороший фокус. Пока мы не откроем большую матрешку, мы не увидим, что там есть внутри. Пока мы не откроем следующую, мы не увидим, что дальше. И точно так же, оказывается, с числами. Сегодня мы с вами вот научимся раскладывать трехзначные числа. Давайте посмотрим. Так. Вспомним, какие у нас есть разряды в первом классе. Ранее мы говорили, да? Какие у нас есть разряды? Единицы. Разряды единиц, разряд десяток и разряд сотен. Это все к какому классу относится? К первому классу. Хорошо, молодцы. Так, вот еще раз давайте посмотрим, да? Вот сотни, десятки, единицы. Давайте мы с вами вместе прочитаем эти числа. Кто мне прочитает эти числа? Пожалуйста, поехали. 200, 400, Так, 2400. так, хорошо. Кто ему поможет? 248. 248, молодец, умничка. Следующее число, пожалуйста. 400. 400, очень хорошо. Пожалуйста, Алихан. 90. 90. И последнее число 7. 7. Скажите мне, пожалуйста, вот у нас второе число 400. Какие разряды отсутствуют? Какие разряды отсутствуют? Десятки. Разряд единицы в разряде единица отсутствует и Десятки. десятков. А в третьем числе? Сотни. Так, пожалуйста. Сотни. Сотни отсутствуют. Еще отсутствуют единицы. Скажите мне, пожалуйста, когда мы записываем числа, когда отсутствуют сотни, мы нолик ставим впереди? Нет, не ставим, да? Значит, при записи 0 не записывается. И последнее число у меня 7. Так, хорошо, что оно перешло, я еще пока не закончила. Так, 7. У нас отсутствуют какие единицы разрядов? Сотен и десятков. У нас впереди стоят два нолика. Мы эти два нолика записываем при записи? Нет. Нет, не записываем. Хорошо. Так, дальше давайте посмотрим. Так вот, как вы уже сами сказали, матрешка раскладывайте и собирается. Точно так же и с числами. Вот теперь давайте посмотрим. А как мы их раскладываем, когда открываем? Открываем их, Мгм. вытаскиваем. Вытаскиваем. А как мы их потом ставим? Строим? Да, как мы их ставим? Первая большая, потом средняя и маленькая. Маленькая. То есть мы их строим по росту, да? По росту. Вот давайте посмотрим. Вот у нас самая большая матрешка. Дальше у нас идет средняя. И последняя у нас идет самая маленькая. Вот точно так же оказывается и с числами. На первом месте стоит самое большое число. Это у нас сотни. А потом за ними идут десятки. А потом уже в последнем очередь единицы. Правильно. Значит, мы их раскладываем точно так по росту. Давайте посмотрим на числа. Вот у меня число 631. Самое большое число это у нас сотни. Это у нас 600. Потом идут десятки. И потом идут единицы. Все ли разряды у нас сейчас есть? Да, давайте мы их точно как же и матрешки поставим. Так, появилась у нас самая большая, это у нас сотни, а потом десятки, и последняя у нас единицы. Хорошо. Следующее число. 309. Так, это у нас сотни и единицы. Какие мы матрешки сейчас поставим? Сотни и единицы. Так, самую большую и самую маленькую. Так, и у нас десятки есть? Нет. Значит, они отсутствуют. Да? И мы записываем в записи ноли. Хорошо. И последнее число. Кто мне его заменит суммой разрядных слагаемых? Пожалуйста, Атай. 9 сотен. 9 сотен. 7 десятков. 7 десятков. Хорошо. 0 единиц. 0 единиц. Как мы запишем? Как мы запишем, как вот в предыдущих примерах? 900 плюс 70. Молодец. 900 плюс 70.
900 плюс 70. Так. Вот так стоит на первом месте самая Большая. большая. И станет уже Средняя. средняя. А самая маленькая Нет. отсутствует, знаете, потому что у нас здесь в разряде единиц стоит нолик. Так, скажите мне, пожалуйста, вам теперь стало ясно, почему я связала число и матрешку? Что вам стало ясно, скажите? Ну. Что? Пожалуйста. Числа точно так же что делают? Так, а так? Раскладываются, да? Они как раскладываются? По росту. То есть мы сперва записываем большое число, потом среднее, а потом уже маленькое. Если среднее не существует, мы записываем... Что мы записываем в записи? Нолик записываем. А если отсутствует сотни, будем писать нолик? Нет. Нет, не записываем. Хорошо, молодцы. Вам понятно? Да. Все, значит, мы с вами продолжаем свое путешествие. И давайте посмотрим, что же нас дальше ждет. Скажите мне, пожалуйста, зачем нам нужно раскладывать и складывать числа? Вот как вы думаете, зачем нам раскладывать? Можно же было сразу их написать. Ну, вот вам подсказочка, посмотрите. Когда мы с вами решили сложить трехзначные числа, например, нам будет очень удобно. Мы сперва что делаем? Сложили единицы с единицами, десятки с десятками, сотни с сотнями. Это очень удобно, когда мы раскладываем их на разрядные слагаемые. Точно так же и при вычитании. У меня здесь, оказывается, примера нету на вычитании. Вот теперь давайте вместе следующий, второй пример. Кто мне его объяснит? Желающих нету? Пожалуйста, Зубаев. Прочитай выражение. 571 плюс 214. Так, как же легче его сложить? 4 единиц прибавляем 1 единицу. Одну единицу, ага. И получается? 5. Хорошо, дальше. 10 единиц, десятков надо сложить на 7 десятков. Хорошо, и получается 80. 8 десятков. И последнее И 2 сотни сложили. сложили на 5 сотен. 5 сотен получилось. Или 7 сотен. 7 сотен. Хорошо. Вам стало ясно? Последний пример, пожалуйста, отдай. 612 плюс 37. Ага. 649. 612 плюс 37. Как мы будем работать? 7 единиц прибавить 2 единицам, Так. получится 9. Хорошо. Потом 3 десятка прибавить к 1 десятку будет 4. Так. А сотни не надо, Почему не надо? потому что там нету сотен. В первом числе же есть 6 сотен. Во втором нету. Во втором нету. Значит, мы его просто Пропускаем. записываем. Не пропускаем, а записываем. И получается число 649. Хорошо, молодцы. Так, идем дальше тогда. И вот мы сейчас уже начинаем выполнять задания наших героев. Нам нужно будет поработать. Посмотрите, у меня здесь 3 уровня заданий. Вам нужно будет посмотреть и решить для себя, какое задание вы сможете решить. Самый сложный какой? А тут, не знаю, посмотрите. Вы просто сами решите для себя. Вот первый уровень. Можно второй все уровень, сделать? третий. Пожалуйста. Готовы? Записываем номер 1. Сюда в тетрадь. Номер 1. На это у вас 30 секунд. Время пошло. 30 секунд. А обозначить надо какой уровень? Да, конечно. Все. Закончили? Все? Всего лишь 2 задания. Все? Закончили? Так, поднимите руки, кто выбрал для себя первый уровень. Хорошо, давайте быстренько разберем, да? Пожалуйста, как ты разложила на разрядные слагаемые? И сотни, и 9 единиц. Как ты записала? Прям 3 сотни записала? Какое число ты записала? 3. А кто по-другому выполнил? Кто по-другому записал? 300 плюс 9. 300 плюс 9. Давайте посмотрим, да? 300 плюс 9. Верно, молодец. Так, дальше следующее.
Так, пожалуйста. 800 плюс 6. 800 плюс 6. Согласны? Да. Так, давайте проверим. Молодец, умничка. Так, поднимите руки, кто выбрал для себя задание второго уровня. Выше, выше, выше поднимай, моя хорошая. Так, хорошо, давайте проверим. Так, как ты записала? 300. Вот, второй. 200 плюс 50. 250. Хорошо, ты второй. Первый. 9 сотен плюс 7. 70. Хорошо, а как можно его по-другому записать здесь именно? 9 сотен. Пожалуйста, Алихан. 90 плюс 70. 90 плюс 70 говорит. Кто по-другому думает, ребята? Так. 900 плюс 70. 900 плюс 70. Давайте проверим. 900 плюс 70. И второе. 200 плюс 50. Так. Дальше. Кто выбрал для себя третий уровень? Пожалуйста. Как ты записал? 200 плюс 20 плюс 2. 200 плюс 20 плюс 2. Согласны, ребята? Да. Хорошо, давайте проверим. Так, верно, умничка. И последнее, пожалуйста. 300 плюс 40 плюс 6. 300 плюс 40 плюс 6. Давайте проверим. А самый сложный ты? Да, наверное. Так, проверили себя? Да. Есть ошибки? Нет. Быстренько свои впечатления запишите на волшебную линеечку. Если нет ошибок, поставьте себе пятерочку. Да, уже на втором. Уже на втором задании. Да. Знаете, если ты написал не там 800, а 8 сотен. 8 сотен написал? Ну давай засчитаем. 8 сотен же. Но желательно нужно было записать, да, число 800 плюс 6. Где номер 2 писать? Да, где второе задание уже ставим. Это считается ошибкой? Ну, как вы думаете, ребята? Будем считать? Нет. Нет, давай тогда не будем. Записали? Как вы думаете, кто же скрылся за этим заданием? Какой же герой Диснея? Как вы думаете? Ну, Моана, конечно. Давайте посмотрим. Так ли это? Ну да, это Моана. Прям не пропускала нас, оказывается. Ага, на озвучку Моаны пробовались 1000 девушек, оказывается, ребята. Со всего мира их звали. Но выбрали именно Аули, которой на тот момент было всего лишь 14 лет. Кстати, ее внешнее сходство с героиней совершенно получилось случайно, потому что художники создали этот образ уже задолго, оказывается, до кастинга. Вы знали об этом? Не знали. Это для меня тоже была новая информация. Так, давайте пойдем дальше. И у меня уже новое задание. Посмотрите, пожалуйста. Обязательно за этим заданием еще кто-то скрывается. У меня здесь задачи 3 уровней. Вам нужно будет в паре подумать, какую задачу вы решите. Давайте я вам прочитаю сперва задачи, да? И потом вы решите для себя. Первый уровень. Хозяйка далматинцев купила в зоомагазине 100 килограмм педигри и 80 килограмм чаппи. Сколько всего корма купила хозяйка для щенят? А мы знаем значение слова далматин? Нет, да. Ну, что? Это собака, порода. Порода, правильно, это порода собак, это далматин. Так, а что такое педигри? Это название корма. Педигри это тоже название корма, чаппи это тоже название корма. Значит, педигри купили сколько? 100 и чаппи 80. Это было первое задача. Так, задача второго уровня. Чтобы домик поднялся в воздух, старик надул 300 красных шаров, 70 синих и 4 черных. Сколько всего шаров надул старик? Помним, да, из какого это мультфильма? Да. Вверх. Так, задача понятна? Да. Так, хорошо. И задача третьего уровня. Золушка за последние месяцы сшила для старшей сестры 100 голубых, 40 желтых и 2 зеленых платьев. А для младшей сестры 100 красных, 20 синих, 5 голубых платьев. Сколько всего платьев сшила Золушка для своих сестер? Пожалуйста, поговорите со своим товарищем. На своих планшетиках записываем только решение и все. Только решение первое. Можете стереть, да? Перед вами там есть эти салфеточки есть, ребята.
Хорошо. У вас на это, А у меня размазывается. у вас на это 1,5 минуты. Готовы? Да. Раз, два, три. Переверни. Я все жду. Переверни. Вот, все. Вместе решаем. Не каждый, а вместе. А пример писать? Я все. А вы можете вместе YouTube выключить. Пример писать? Только решение решаем. Вот вместе поговорите. С Алиной поговорите. Садитесь. Какую задачу вы для себя выберете? Вот. Первый. Время идет. Можно все? Вы, значит, не поговорили вместе, я же вам сказала. Так, осталось 30 секунд. Только решение это. Да? Ответ надо? Задача обязательно должен быть ответ. Десять секунд осталось. Время вышло. Все. Закончили? Да. Да. Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Я все. Давайте не будем задерживаться. Да нам еще сколько нужно увидеть. Все? Так, скажите мне, пожалуйста, кто выбрал для себя задачу первого уровня? Так, хорошо. Так, Ибрагим, пожалуйста, как ты решил эту задачу? 100 плюс 80 равно 180. Так, 100 плюс 80 получилось 180. 180. Значит, хозяйка купила для своих щенят всего 180 килограммов корма. Хорошо, спасибо. Кто выбрал для себя второй уровень? Пожалуйста, Зубайр. 300 плюс 70 и плюс 4. 300 плюс 70 и плюс 4. Получилось 374. Хорошо. И последнюю задачу кто выбрал для себя? Так, пожалуйста. 100 плюс 40 плюс 2 равно 142. Это первое действие, да? Это для кого она шила? Для Для старшей сестры, хорошо. 100 плюс 20 плюс 5, 125. Ага. Для младшей сестры Так. 142 плюс 125, 267. 267. Давайте быстренько проверим себя. Так. У первого уровня 180 было. Зубайр Ибрагим верно решил. Молодец. Так, каждый проверяет себя. Второй уровень. 300 плюс 70 плюс 4 всего 374 шаров надул старик. И последнее 267. Скажите мне, пожалуйста, есть ошибочки? Нет. Хорошо. Каждый себя проверяет и на волшебных линеечках, о, супер, на волшебных линеечках записывает, на какую оценку вы решили задачу. Почему там после Запиши. Как? Вот здесь 180 килограммов корма. А КГ точка не ставится же? Да. Стираем? Значит, я ошиблась. Значит, я ошиблась. Отметили свои оценки? Все, готовы? Да. Ну, давайте посмотрим, кто же скрывается. Угадали? Вверх думает Джанель. Кто по-другому? Микки Маус. Микки Маус. Спасибо. Симба. Как называется мультфильм? Король Лев. Молодцы. Значит, Король Лев нас не пропускал, оказывается. Когда, по правде говоря, в успех Короля Льва никто не верил. И думали, кто же будет смотреть этот мультфильм. Но всеми нами этот мультфильм уже на наших экранах, оказывается, уже как 25 лет. Все смотрели? Да. Я тоже смотрела. Только фильм. Хорошо. Так, давайте пойдем дальше. Что же нас ждет?
Физминутку будем делать? Устали? А нет. Почему нет? Давайте быстро. Я устал. Давайте быстренько. Так. Готовы? И вспомним, из какого же это мультфильма. Все, готовы? Начинаем. Ну. Вспоминаем, из какого это мультфильма? Мадагаскар. Не бесится золотистой компании. Спасибо большое, присаживаемся. И мы с вами продолжаем свое путешествие. Так, сейчас у нас будет очень интересное задание. Нам нужно будет в парах выйти к доске. Быстро мы должны будем найти число его пары, где мы разложили его на разрядные слагаемые. Пожалуйста, быстренько выходим. Вместе подумайте и найдите пару. Так. Все, супер. Дальше. Идемте быстрее. Остальные тоже уже готовимся, да? Подходим. А другие оценивают, насколько они верно решают. Находят правильные ответы. Ну. Ага. Вау, супер. Так, дальше. Быстренько. Ищите. Нашли? Хорошо, молодцы, здорово, ты нашел правильное решение. Смогли решить? Да. Оцените себя, пожалуйста. Оцените, как вы выполнили это задание. Оценили? Молодцы. Мне кажется, вроде бы все задания мы уже выполнили, и нас уже пропускают куда? Диснейленд. Дисней. Давайте посмотрим. Ох. Хотели бы побывать? Узнаем? Героев, да? Да. Это Диснейленд в Париже. В Париже. Да. Видите, как красиво? Вот знакомые наши герои, да? Все? Да. Мне кажется, нам уже пора возвращаться домой. Скажите мне, пожалуйста, чем мы сегодня занимались? Что мы делали? Решали. А что мы решали? Пожалуйста, Джанет. Путешествовали. Еще чем мы занимались? Вот по теме главное. Пожалуйста. Работали. А какую тему мы изучили-то? Замена присутствия. Разрядных слагаемых. Скажите мне, пожалуйста, как же, оказывается, нужно заменять-то число на разрядные слагаемые? Пожалуйста. Сначала сотни, потом десятки, потом единицы. Потом единица. Хорошо. Так, скажите мне, пожалуйста, всем ли понятна эта тема? Да. Это у нас всего лишь первая тема. Мы еще будем с вами на второй урок заниматься. Поэтому, может быть, еще не все понятно. Но мне кажется, многие уже поняли, да? Так, волшебные линеечки вы мне сейчас оставите. Я обязательно вас оценю. Чем они волшебные-то? Вот посмотрите, пожалуйста. Вот у Исхака все пятерки. Я ничего делать не буду. Как вы думаете, в итоге у него сколько выйдет? 5. 5, потому что он выполнил все задания Правильно. на отлично. Давайте сделаем так. Каждый будет оценивать себя. В конце итоговая оценка. Пожалуйста, у вас 10 секунд. Оцените себя. Я честно Ага. Я Так. итоговый ответ. Ну быстрее ставь пятерку. Это Оценили себя? Да? Это итоговый ответ. Это в итоговую отметку, да.
Скажите мне, пожалуйста, вы довольны своей работой? Да. Так, а кто недоволен? Что было вот трудно? Может быть, какие-то были все-таки? Вообще легко. Ничего сложного не было. Да. Хорошо. Очень легко. Мне было очень тоже приятно сегодня с вами работать. И давайте мы с вами подытожим сегодняшний наш урок. Скажите мне, пожалуйста, вот эти все знания, которые мы сегодня получили, вам пригодятся в жизни? Да. А где именно вам пригодятся? Да, бывает. Где? На работе. А где ты будешь работать? Где ты будешь работать? Еще не выбрала. Хорошо. Где еще может пригодиться? Вот мы с вами будем... Когда мы покупаем в магазине продукты, да? Хорошо. Еще. Если ты хочешь учителя, тебе нужно это объяснять или рассказывать. Хорошо. В Еще. магазине обманывали, это сколько это нужно? Это сдачу. Ага, правильно, молодец. Еще? Все время проверяю. Как? В аптеке. Хорошо. Вот сегодняшний урок мне тоже с вами очень понравился. Вот сейчас мы с вами оценим каждую свою работу. Сегодняшний урок для меня. Для меня это было одно удовольствие с вами работать. А для вас? Возможно, да? Вот сейчас я подойду и нажму на вот такой красивый смайлик. И он начнет расти. Пожалуйста, по очереди подходим и покажите свою работу. Да. Может быть, у вас были сплошные трудности. Возможно, вам было скучно. Так, один раз только. Спасибо. Так, дальше подходим. Идемте все. Так. Все, спасибо большое, я увидела. Очень хорошо. Значит, ваши отметки я поставила. Домашнюю работу вы запишите сейчас. Так. Домашняя работа тоже не просто так. Посмотрите, пожалуйста. Так. Кто любит красный шарик? Вот. Значит, красный шарик будет выполнять на странице 48, номер 2. Запишите. А кто любит желтый шарик? Угу. Запишите свою домашнюю работу. На странице 48, номер 5. А кто уже, наверное, это, да? Последний шарик, зеленый. Прямо отметьте в тетради. Отмечаем на странице 48, номер 7. Нет, так, есть. Ребята, урок подошел к концу, давайте все встанем. Прямо отметьте в книжке красным карандашом. Всем спасибо, мои хорошие, мне было очень приятно. Сегодня первый день мы с вами познакомились, но мне было очень приятно. Как будто я с вами работала давным-давно. Вам понравился урок? Да. Спасибо большое. Можете идти. Спасибо.